6 мая начался рабочий визит президента Абхазии Рауля Хаджимба в Ижевск. В аэропорту города его встретили глава Удмуртской республики Александр Соловьев, председатель Государственного совета Удмуртской республики Владимир Невоструев, депутат Государственного совета Валерий Ходырев, руководитель отделения представительства МИД России в Нижнем Новгороде Дмитрий Бочериков, атташе представительства МИД России в Нижнем Новгороде Никита Звягин. В поездке Рауля Хаджимба сопровождали руководитель администрации президента Астамур Таня и вице-премьер Дмитрий Сериков. Уже 7 мая состоялась официальная встреча Рауля Хаджимба с главой Республики Удмуртия Александром Соловьевым. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между Республикой Абхазия и Удмуртией в экономической, гуманитарной и других областях. Александр Соловьев подробно рассказал президенту о социально-экономических процессах в Удмуртии, дал характеристику наиболее перспективных направлений сотрудничества. Республика наша промышленная и аграрная. Практически сегодня мы по производству молока и мяса находимся в десятке лучших среди субъектов Российской Федерации. Хорошо знаете, что 90% стрелкового оружия производится здесь, на территории Удмуртской республики. Президент Рауль Хаджимба поблагодарил главу Удмуртии за приглашение посетить республику и подчеркнул важность значения подписываемого меморандума о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительством Республики Абхазия и правительством Удмуртской республики. Мы сегодня активно встречаемся с руководителями различных субъектов Российской Федерации. Тот договор, который был подписан в 2008 году о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Россией, является основополагающим документом, который позволяет нам работать в направлении как раз-таки развития этого сотрудничества. И для меня очень было важно после нашего разговора, который состоялся буквально несколько месяцев тому назад, побывать здесь по вашему приглашению и выстроить то, о чем мы с вами говорили. И у нас тоже республика в большей степени аграрная, при всем том, что есть, я еще раз говорю, очень интересные сферы деятельности, связанные с туристической темой. И хотелось бы, чтобы мы в этом вопросе содействовали бы друг другу. Нам хорошо известно, что такое оружие, произведенное у вас на земле. Мы этим оружием тоже защищались в 92-93 годах. Благодаря этому стрелковому оружию, благодаря тому оружию, которое производится здесь, мы сумели отстоять и свою родину. Я благодарен вам за то, что вы пригласили нас сюда. И я надеюсь и уверен в том, что наши отношения руководителей позволят выстроить еще тесные более отношения и наших людей, наших республик. В этот же день делегация Республики Абхазия во главе с Раулем Хаджимба встретилась с членами правительства и депутатами Государственного совета Республики Удмуртия. Во встрече также принимал участие глава Удмуртии Александр Соловьев. В своем выступлении он отметил, что Россию и Абхазию связывают многие десятилетия общей истории. Соловьев подчеркнул, что и сегодня между нашими государствами самые тесные и дружественные отношения. Мы и как другие жители России с симпатией следили за борьбой абхазского народа за свободу и независимость. Видим, какие большие усилия предпринимает руководство страны для подъема экономики, улучшения жизни населения. Я полностью уверен в том, что потенциал и нашей республики, и вашей страны позволяет нам сотрудничать в самых разных сферах намного шире и глубже. И сегодняшнее подписание нашими правительствами меморандума о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества – важный шаг в правильном направлении. Удмуртская республика готова дружно работать вместе с вами на благо наших народов. Александр Соловьев также отметил, что наполнение межправительственного меморандума конкретным содержанием выведет экономические, культурные и человеческие связи между республиками на новый уровень, внесет вклад в укрепление отношений между Россией и Абхазией. Рауль Хаджимба отметил, что данный визит является первым шагом выстраивания взаимовыгодных отношений между Республикой Абхазия и Удмуртией. Я не сомневаюсь в том, что отношения между Удмуртией и Абхазией будут развиваться в контексте интересов наших народов, интересов России, Абхазии. Есть у нас что можно использовать в интересах наших государств.
И сегодняшнее нахождение здесь свидетельство тому, что мы хотим этих отношений, хотим развивать отношения и в сфере туризма, которая интересна будет для Удмуртии. Мы, в свою очередь, готовы развивать отношения с вами в сфере агропромышленного комплекса, который у вас достаточно на высоком уровне, и есть чем поделиться друг с другом. Здесь же состоялась церемония подписания меморандума о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами Абхазии и Удмуртской республики. Документ подписали от правительства Абхазии вице-премьер Дмитрий Сериков, от правительства Удмуртской республики глава Удмуртии Александр Соловьев. Есть интересы и Абхазии, и Удмуртии. А самое главное, вы знаете, испокон веков, и была хорошая традиция. Мы друг друга, мы жили в одном большом государстве. Мы вместе все выиграли и победили немецких оккупантов, те, которые стремились завоевать государство наше. И мы победили, тогда были все вместе, рядом. И сейчас мы должны традиционно быть рядом и помогать друг другу, и подставлять друг другу плечо в трудный момент. Я думаю, что есть многие вопросы, Конечно, которые были бы интересны и Абхазии, и Удмуртии. Это вопросы гуманитарного характера, образовательная сфера деятельности, которая нас интересует. Я, насколько знаю, хороший опыт строительства Удмуртии. Мы как раз-таки стремимся к тому, чтобы изменить положение дел и в жилищной тематике. Здесь хорошая уже наработанная схема по обеспечению молодых жильем. Мы попытаемся кое-что перенять и у Удмуртии. В этот же день Рауль Хаджимба принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Оно прошло в городе Воткинск, где родился великий композитор. Делегацию сопровождали глава Удмуртской республики Александр Соловьев, председатель Госсовета Удмуртской республики Владимир Невостроев и руководитель администрации главы и правительства Удмуртской республики Андрей Гальцин. Президент Абхазии возложил цветы к памятнику Чайковского перед домом-музеем, посетил музей-усадьбу композитора и принял участие в открытии мемориальной доски в Благовещенском соборе Воткинска. Также делегация Республики Абхазия посетила театрализованное представление по произведениям Петра Ильича Чайковского. На следующее утро делегация Абхазии покинула гостеприимную Удмуртию.